Дорогие друзья, мы продолжаем бесконечную тему очков. К очкам прикасается каждый из нас. А сегодня не прикоснулся, значит завтра прикоснется. Но обязательно. Поэтому, когда говорят, всю жизнь прожил без очков, таких людей 1 на 10 миллионов может быть. Поэтому очки, очки и очки. Представьте себе, что вы плохо начали видеть, но вы не пошли ни к врачу, ни к оптику, а вы пошли первый попавшийся переход какой-то, увидели там кучу очков, выбрали эти очки, вроде вам хорошо видно, но пришли домой, вроде бы хорошо, появляется головная боль, дискомфорт. Вы связываете это, конечно, не с очками, а то, что вы вполне возможно устали, переработали, что-то съели не то. Но в любом случае вы тогда достаете таблетку вожделенную и начинаете пить эти таблетки. А на самом-то деле причина другая, не в вашем недосыпании, что тоже возможно. Оказывается то, что вы купили такие очки, в которых центры линз, они не соответствуют вашим расстояниям между центрами ваших зрачков. А вот это уже беда. А что происходит? При этом возникает призма, как будто кто-то взял и поставил призмочку перед вашим стеклышком, а мозгу теперь надо попробовать это соединить. А чтобы это понять, снова возвращаемся к нашей модели. Мы ее включаем. Вот перед вами видно 2 кружочка. Поворачиваем теперь наше личико модели на наш экран. На экране вы видите 2 красных кружочка. То есть в тысячной доли секунды человек, смотря на кошку, видит 2 кошки. Но так же не бывает, и мозгу надо слить это изображение. Он напрягает, дает сигнал к мышце, смотрите, и соединяет 2 кошки в одну. Это сделал мозг. И так он будет делать ежесекундно, каждую минуту, каждый час, каждый день и каждые годы. Вот что такое неправильно выписанные очки. Обращаю внимание, еще раз повторяю, это функция мозга. Мозг сливает. Мы не замечаем, это тысячные доли секунды, и тем не менее это происходит. Не сами глаза сами бестолковые, ими управляет только мозг. Именно мозгу теперь приходится все время в напряжении держать мышцы, а это влечет за собой головную боль и дискомфорт. Не покупайте в переходах очки просто так, если вы не знаете межцентровое расстояние. Благодарю за внимание.